такой был у нас, конечно, вот этот вот Речников, который для нас сыграл очень большую роль в нашем воспитании, нашего вот поколения. В 1947-м, значит, я демобилизовался, как говорится, в родной город. Пошел на Якутский речной порт диспетчером по грузработ. Зимой папа редко был дома, чаще всего был на случайных отстоях. И когда он приезжал, это была радость в доме. После войны отец начал свою трудовую дорогу в Якутском речном порту. Военный моряк вскоре стал опытным капитаном. Качество капитана, как быстро принимать решения, быть спокойным, уверенным, эти качества он проявлял в своей жизни. Он был ответственным, трудолюбивым, добросовестным, заботливым. Вся жизнь отца была связана с рекой. На разных должностях, куда назначали, везде он свою работу выполнял хорошо. Речник – это не профессия. Речник – это все-таки действительно состояние души. В сегодняшнем фильме мы расскажем вам про звездное поколение победителей. Это были ленские речники, хотя не все увидели пыль да туман фронтовых дорог. У речников была бронь – это отсрочка от призыва в армию при объявлении всеобщей мобилизации. Речники нужны были в глубоком тылу. И несмотря на эту бронь, многие наши ленские речники добровольцем уходили на фронт. 1942 год, группа ребят говорят, что давайте, надо сейчас добровольцами в армию идти, и нас возьмут. Ну и вот уволился, хотя я не должен был, у меня и бронь была уже, как второго помощника тогда, капитана, поскольку в армию не брали с пароходов, потому что на флоте недостаток был всегда судоводителей. Провожали нас, как говорится, с музыкой. Весь берег был народом забит до старого телеграфа, от выхода и до старой вот речной техникум, где так. Все это было на берегу, народ был. Призывников первых усаживали на пароход «Лермонтов», и он первым же рейсом повез как бы в Усть-Кут и дальше уже на фронт. Затем следующим рейсом пришел пароход «Ленин», то же самое, это двухпалубные пароходы, большие, крупные. Туда тоже порядка 400 человек было погружено и тоже отправлено. А дальше наша школа военную нас отправили, Ивашам, Иркутская военная авиационная школа, учить на механика по приказу Сталина. Я сначала освоил Хаутер Харитейн английский, а потом сразу нас перевели на свой Як-9. Ну, это уже наш самолет. И я на них и работал механиком самолета от начала до конца, пока не демобилизовался. Вот таких израненных, истерзанных в воздушных боях истребков Як-9 латал механик 1005-го прославленного истребительного полка 147-й авиационной дивизии сержант Степан Дроздов из Якутии. Добровольцем ушел на фронт и Прокопий Березин, сотоварищ Степана Дроздова по Якутскому речному техникуму. В 1939 году отец поступил в Якутский речной техникум, назывался. В 1942 году закончил. Он 22 года рождения, 20 лет ему было, да? Александр, его брат, который был постарше его, который закончил Свердловское училище военное, он служил в погранвойсках. И буквально на третий день войны он погиб. И когда он узнал, что брат погиб, он сразу пошел в военкомат, подал документы. Его отправили на остров Русский на учебу. И после этого их перевезли в Ленинград.
По его рассказам, ну он же был молоденький совсем, 20 лет, потом русский язык мало знал, хотя учился в речную технику. Писать, говорит, он не мог. И над ним шефствовал вот какой-то вот русский мужчина, 40 с лишним лет ему было. И вот один раз как-то было у них такое, ну, бомбы летели и возле его, этого катера. Василий его прикрыл и погиб. Было тяжело, конечно, под Ленинградом. Все бомбили. А они эти мины искали под водой. Вытаскивали их. Когда прорвали блокаду, и они прибыли в Ленинград, и на него это произвело огромное впечатление. Вообще он всегда считал, что у него было очень много фронтовых наград, трудовых наград, но самая для него дорогая была, конечно, за оборону Ленинграда. В 1943 году, когда вот все это наступление началось, он очень был рад этому. И потом его перебросили вот сюда, вот поближе, в войну с Японией. Когда вот на Китай наступили японцы, вот, мы там помогали китайцам. Он был до 1948 года, до марта 1948 года. Когда ему задали вопрос о том, что он хотел бы пожелать молодым людям, он сказал: самое главное, надо быть патриотом своей Родины. И если нужно, если потребуется, стоять на защиту ее. Наши отцы – это были люди, конечно, такого поколения, которые были, некоторые из них были фронтовики, а очень много было тех, которые могли пойти на фронт, но они получили бронь. Бронь, потому что нужно было доставлять вот эти все грузы стратегически важные, да, и плавсостав был у нас, и, конечно, и те, которые здесь на берегу работали, вот, например, Танцарев, дядя Миша, он был капитаном судна. Он был очень всегда подтянутый такой, всегда такой, мне всегда казалось, что он очень строгий, да, мы так едва могли поздороваться, так и пробежать мимо. Никогда такого не было, чтобы мы там как-то, ну, более на короткой ноге были со старшими. Вообще никогда. Мой папа, Танцарев Михаил Семенович, работал в речном порту, а моя мамочка работала в радиобюро. Папа окончил штурманское отделение речного училища, первый выпуск. Папа ходил на Чайковском, вот здесь вот это вот судно, они гоняли плоты. А мы всегда знали, когда папа приедет. И вот мама сказала, что папа приходит. И мы пошли его встречать. Была ночь, белая ночь, небо голубое, красивое. Все окна в домах были открыты, все спали. И на улице никого не было. Мы одни шли с мамой. А это судно стояло около Яцеса, потому что там плот они пригнали. И очень-очень было много бревен. Вот эта память у меня осталась. Папа был профессионал в своем деле. Когда мой знакомый Валера Никифоров один раз был с ним, и они ходили по Алдану. И я узнала об этом только от Валеры. Он рассказал мне, какой папа был профессионал. Он говорит: я так боялся, это такая порожистая река, а он так просто вел судно. Просто великий профессионал. Он очень гордился, он был рад за моего папу. А за спасение флота весеннего половодья он был награжден часами. А зимой папа редко был дома, чаще всего был на случайных отстоях. И когда он приезжал, это была тоже радость в доме. Мы же зимой бегали в валенках, и чаще всего они были дырявые. И вот топили в коридоре голландку, открывали дверь, и папа садился около голландки. И я рядышком с ним смотрели на огонь, и он нам
ремонтировал валенки. Была такая дратва, специально ее делали. Вот, и шилом протыкал. А потом, когда в моду вошли чулки капроновые, мама отдавала старые чулки, и он уже их плавил на свечке и просто прилеплял подошву. Мой отец, Крюков Алексей Иванович, начал свою трудовую деятельность в Ленском речном пароходстве в 1942 году. Устроился матросом. На пароход 10 лет я СССР, и вся жизнь у него была связана с рекой. Поработал на пароходе маршал Ворошилов, был диспетчером по грузработ, начальником вокзала, зав. Складами. И какую бы должность ему ни доверили, он всегда на своем участке свою работу выполнял ответственно. За добросовестный труд отмечен руководством грамотами, медалями. Бывало, после школы, получив новые знания, забегали с подружками на работу к отцу, на пристань. И здесь, наблюдая за работой папы и его подчиненных, за всей этой суетой мы узнавали новые слова, значение которых мы поняли уже много лет спустя. Но повторить эти слова я сейчас вам не решусь. Обстановка на пристани была праздничная, но одновременно с тем волнительная, я бы даже сказала нервная. Это и понятно. Желающих приобрести заветный билет и попасть на пароход было много, и мест в каютах не хватало. А люди шли с вещами, с тюками, с чемоданами. Занять место на палубе уже считалось большой удачей. Только представьте, огромная республика, в центре Якутск, всем куда-то ехать надо. И единственный способ – плыть по реке. И вот за отправку всех этих пассажиров в конечном счете отвечал отец. В 1947-м, значит, я появился в Якутске, к родителям, конечно, так. Мы, как говорится, в родной город. Думаю, что без речников мне нечего делать. Пошел на Якутский речной порт, ну, тогда еще пристань была, диспетчером работать, по грузработ. Нормально показал себя. Меня отправили в Ленинград на курсы повышения на замначальников порта. Закончил эти курсы, вернулся, и начальник Осетровского порта через год приезжает и меня попросил ехать с ним. Порт начался строиться только, работы там много. И так я и остался в Осетровском порту. Я уже женился в это время, так. Дом построил уже там своими силами. И так мы там работали. Жена работала диспетчером по движению флота, а я главным диспетчером по грузработ. Годы работы Степана Платоновича в Ленском речном пароходстве были созидательными. В то горячее время у советской страны были грандиозные планы в Якутии и в северных районах Иркутской области. Строительство алмазной фабрики, Вилюйская ГЭС, БАМа. И все это были стройки союзного значения. И тут труд речников имел громадное значение для великой страны. И во всех этих масштабных делах огромное и бесценное участие славной когорты звездного поколения речников и немалая толика многолетнего труда речника Степана Платоновича Дроздова. Капитан Прокопий Березин прошел всю Лену от Осетрова до Тикси. Все ее перекаты знал как свои 5 пальцев. 20 лет плавал по Алдану и ни разу не садился на мель. После войны отец начал свою трудовую дорогу в Якутском речном порту и не сворачивал ни шагу назад. Военный моряк вскоре стал опытным капитаном. Такие качества капитана, как быстро принимать решения, быть спокойно уверенным, он проявлял в своей жизни. Отец был ответственным, добросовестным, уверенным, спокойным, заботливым. Конечно, у него была большая ответственность за то, чтобы судно пришло, во-первых, вовремя.
порт назначения. Во-вторых, чтобы все было в порядке и в команде, и с пассажирами. Поэтому ночные вахты он старался сам стоять. И так очень ответственно относился. Он ведь, будучи капитаном парохода «Пропагандист», работал по Алдану. У него там было много земляков, и они ждали прихода этого парохода. Он еще и такие какие-то функции объединительные. Вот ждали пароход, вот придет. Даже один сказал мне, с кем-то я разговаривал, он говорит, из дедов: а ты знаешь такой пароход «Березин»? Я говорю: нет, ну такого парохода не было, но был капитан Березин. Да нет, вот, да, капитан, да, на нем был, но пароход «Березин». То есть они считали, что пароход «Пропагандист», возможно, между собой они его звали пароход «Березин». Мы видели, как он общался с командой. Он, будучи человеком сам по себе, ну, таким скромным, немногословным, да, никогда не повышающим голоса, он был очень требовательным и к себе, и к команде. Он после войны очень много занимался партийной работой. Там, где он работал, он всегда был либо пропагандистом, либо парторгом. Приходил в школы, приходил в различные организации. Речное училище, Речное вот его училище, часто да. его приглашали. Каждый год этот музей его приглашал. И школьники тоже его приглашали. И он все рассказывал им, все им показывал. Они, это, ну, вот, особенно в младших классах, очень интересовались его всеми этими наградами. Всем хотелось потрогать. Город Якутск, он находится на реке, но основного русла-то в Якутске нет. Здесь протока. Когда-то была протока городская. Самое удобное место весной. Это было вот район, начиная от почтамта старого до конца острова Хатыстах, вот так скажем. Вот это было место, куда было удобно подходить весной. И это место так и называлось – весенняя пристань. Затем вода начинала падать. Перемещались пароходы на Даркылах. Это была летняя пристань. Туда ямщики возили на лошадях, на повозках, значит, людей, пассажиров. Туда подходил пароход. Представляете, пароход приходит. Это же событие для города было. Приходит пароход. Это же, праздник. А потом ярмарка приходила. Она же тоже вот, начиная от храма Преображенского и до Даркалаха почти, это все была ярмарка. Вот эти пауски, пришедшие с товарами, это же были магазины. В общем, жизнь кипела. На фотографиях даже 30-х, 40-х годов, 50-х, вот на фоне ЕЦСа выделяются огромные такие массивные склады. Эти склады, они были сделаны еще в 20-е годы. Там и производилась основная выгрузка товаров. И рабочий городок, действительно, там ведь не только работники ЕЦС были, в основном, конечно, речники. Тут же был рыбозавод, кряжевая биржа была. Это вот эти вот приплывшие с верховьев Карбаза, с грузом, их же разбирали, вот эти заборы с дырочками знаменитые, это же вот остатки вот этих сплавных судов Карбазов, то есть тут непрерывно был муравейник, кто-то разгружает, кто-то выгружает, кто-то вот эти вот Карбаза ломает, кто-то рыбу коптит, кто-то, то есть действительно это был, правда, вот рабочий городок. У нас во дворе жил дядя Гоша Ковляков. Он земляк наших родителей. Родился, практически в такой бедной семье. И вот по какой причине он безграмотный практически был. Только писать научился, наверное, там маленькая какая-то, там 2-3 класса он закончил, да. И он пешком, как он рассказывал, чуть ли не босиком пришел в Якутск. Это в 30-е годы. И сначала он тут подмастерьем всяко разно работал, а потом пошел однажды на берег Лены, увидел, теплоход стоит. И он зашел в него на работу напроситься. Его взяли матросом на теплоход Лена, вот этот знаменитый. А он был человек очень старательный вообще по жизни и очень любознательный.
И вот постепенно, потихонечку он дорос до лоцмана. Что меня вот все время удивляло очень, он плесы очень хорошо ленские, сам рисовал, карты составлял, значит, писал судовые журналы, он там, такие записи у него были, очень, очень много его записей. И самое интересное, что все это он хранил дома. У них стоял такой большой сундук деревянный, и все туда вырезки из газет. Откуда-то он находил фронтовые газеты, да, вырезки во время войны там выписанные, так? Потом, значит, эти судовые записи, вплоть до записей, когда у нас в Якутске снег пошел, какой снег пошел, значит, там как погода, когда была, какая, все это у него было упорядочено. Ну, за его правду, которую он на собраниях говорил, его уволили. И он от тоски ходил на берег, садился на... Скамеечка там была. Садился на скамеечку и грустил. Даже плакал. Но он был очень хлебосольный. Вот дома поем, прибегаю к подружке-то, к Альбине, а они сидят за столом. А работал-то он один, жили, в принципе, не очень-то богато. Вот. Картошка в основном у них была очень вкусная. Садись. И не отпускал, обязательно надо было. Обижался так, если не сядешь за стол и не покушаешь вместе с ними. Он такой человек был очень легкий. У него же жена тетя Тася была, любимица всего рабочего городка. Сама такая она была сирота, приехала сюда в 30-е годы. И вот вышла потом за дядю Гошу замуж. Баба Тася очень такая, это была интересная женщина. Очень много стихов знала. Веселая такая, и песни голосистая такая была. У нас двери не закрывались вот так вот. Друг против друга стояли все. Кому что-то надо, раз зашли. Значит, что-то мы сегодня, какое-то мероприятие проводим, они тут же, родители, все это обсуждают и так далее. И вот Алексей Иванович нас очень организовывал и водил в походы. Когда начиналась весна, и теплые дни, если погода позволяла, отец собирал весь двор, и мы шли пешком на хатынурях с рабочего городка через весь город, шли на гору. Здесь подходили к речке. Она называлась Белое озеро, но вообще-то Белая речка. По берегам этой реки росли березки, может быть, поэтому она и называлась Белой, не знаю. Речку эту вброд переходили, а кто маленькие были, отец переносил на плечах на этот берег. И мы шли здесь, отдыхали. Мы останавливались возле этого озера. Там не было дач, были поля пшеничные. И с горы спускался ручеек, и было озеро круглое. Купались там. Там даже лилии росли белые, камыши. Мы камыши срывали, делали плотики и плавали по этому озеру. Было весело. Играли в волейбол, бегали в запятнашки, играли. Ну, в общем, короче, отдыхали. Костры тогда жгли, никто не запрещал. Ну и цветочки собирали. И начинали собирать с подснежников. Потом незабудки шли, потом иван-чай, всякие букетики. Вот и сейчас вот я тоже не удержалась. Собрала букетик. Я, например, бывала только в ранних походах, потому что мы уезжали. Каждое лето родители нашей семьи увозили нас в деревню. В деревню увозили. Как я скучала по двору своему в деревне. В деревню вот еду с радостью, да, приезжаю, там все хорошо. Прошло какое-то время, я по своему двору скучаю. И вот никогда не забуду вот чувство, да, когда пароход подъезжал к Даркалаху, к пристани, так сердце начиналось бить. Это самое радостное, что вот я сейчас увижу своих друзей.
когда мы повзрослели, мы уже собирались своей компанией, ребята, девчата, и ходили по тем же местам, где мы отдыхали в детстве. Ходили по грибы, по ягоды и просто пикники устраивали. Наша юность выпала на времена оттепели. И это было очень счастливое время. Во-первых, мы стали читать новую литературу. Через эту литературу мы узнали очень много про мир, про себя, такие мы или не такие. Стали мы меняться здорово, потому что жизнь начала меняться резко, прямо в стране, и даже дошла до нашего вот такого города отдаленного, а тем более и до нашего двора. В одежде много нового, значит, да, в прическах там и так далее. Только мне о том, как не ладили люди с котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и не везет. Целый день во дворе суета, прогоняют с дороги кота. Только песня совсем не о том, как охотился двор за котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и не везет. Даже с кошкой своей за версту приходилось встречаться коту. Только песня совсем не о том, как мурлыкала кошка с котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и не везет. Бедный кот от усов до хвоста был черней, чем сама чернота. Да и песенка в общем о том, как обидно быть черным котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и не везет, не везет, не везет. Музыка пошла другая. И вот начались танцы. Если мы раньше, например, смотрели, там ходили люди в клуб рабочего городка, там, да, танцевать, больше взрослые были. Нам как-то было неудобно. А тут, когда все это открылось, мы стали танцевать не только на танцплощадках. Вот в МВД была танцплощадка очень хорошая, там, да, летняя была там танцплощадка. А зимой мы ходили в речное училище на танцы. Ну, у них там очень все интересно было. Ребята все как на подбор были. Форма у них была, прямо строго следили они за формой-то, за этой. Все прямо такие подтянутые ребята, красивые были. Концерты хорошие давали, и юмора было много, и песен было много. Старейшее учебное заведение республики Якутское речное училище отпраздновало свое 90-летие. И сейчас это уже Якутский институт водного транспорта. А если подсчитать цифру, сколько у него было выпускников, то это будет более 11 тысяч специалистов, среди которых и руководители предприятий речной отрасли, выдающиеся речники, высококвалифицированные капитаны, кандидаты наук, заслуженные работники народного хозяйства, педагоги. 80% всех речников Ленского бассейна являются выпускниками речного училища.
У нас ведь 90 лет Якутскому речному техникуму, но у нас ведь и юбилей речного училища. В 1952 году из техникума было образовано училище. В 50-е годы, когда началось техническое перевооружение вообще целиком и полностью страны, появились теплоходы. Техника уже шла другая, это уже не примитивные пароходы, а современная техника. Появилось новое навигационное оборудование, оснащение, появились невиданные раньше радиолокаторы. Другая система судовождения, штурманская, намечалась. Реки стали более обустроены, понадобились специалисты совершенно нового уровня. И здесь речное училище оказалось именно вот в русле преобразования. Оно стало готовить специалистов среднего звена, капитанов для нового флота. И таким образом, идя в ногу со временем, конечно, Якутское речное училище стало настоящей кузницей кадров Ленского флота. Вот как раз к числу выдающихся выпускников Якутского речного училища и с полным правом можно отнести и Степана Платоновича Дроздова. В этом году Степану Платоновичу исполнилось 100 лет. Конечно, техникум наш родной, как говорится. Туда я попал в 1938 году. В техникуме я полгода очень старался учиться, потому что я 6 классов имел, и неполных еще. А надо было учиться, я наизусть все учил, удержался. И так я и закончил техникум в итоге нормально уже, так. Значит, стал помощником капитана после окончания техникума. И меня назначили на пароход, которым я практику проходил. Пароход «Надежда Крупская». По тем временам крупный пароход, серия крупных пароходов по всей линии, их было 8 разных названий. К началу 50-х годов страна уже восстановилась после тяжелейшей войны, и появились новые технологии, новая техника. И вот в 1952 году к нам на Лену впервые пришли теплоходы. Это уже не пароходы, буксирные теплоходы перегоном своим ходом прошли по Северному морскому пути. А дальше уже шло массовое пополнение. В 1959 году к нам на Лену пришло 130 единиц флота. В те же годы мы начали собственное судостроение. Деревянные баржи в очень короткий срок были заменены на металлические. А самое главное, что началось в 50-е годы, это из разрозненных ведомственных пароходств начало создаваться единое, мощное Ленское речное пароходство. Это было бурное время, это было время бурного развития всего. Страна полетела в космос, страна создала атомную промышленность. Просто невероятно. И объемы перевозок Ленским пароходством в короткий срок достигли с 600 тысяч, 700 тысяч тонн за навигацию до 17,5 миллионов тонн за навигацию. Вот такие были темпы развития судоходства. По эскизам отца, по его чертежам, ему помогли сделать лодку. Лодку они делали в техучастке. Помещалось в этой лодке человек 9. Большой компанией мы выезжали. И на этой лодке мы ездили по ягоды, на острова, за луком. На рыбалку очень любили ездить. И вообще отдыхать мы выезжали. Отец был заядлым охотником. Они собирались тоже лурповские мужчины, у них своя тоже компания была веселая. За зайцами ездили, утиная охота у них была. А рыбалка, так это вообще... И на сенокосы, когда отправляли, с сенокосов привозил целыми бочками рыбы. Нам хватало на всю зиму. Когда Коля подрос, лет 14 ему было, 15, он его с собой брал, брата, на охоту, и он стрелял еще лучше, чем отец. Зайчиков. Когда первый раз он его взял
И у него здорово получилось вот эта вот охота-то у брата. Отец хвастался сильно. Ох, какой стрелок. Мой муж Юра очень любил охоту. И я решила ему на день рождения подарить ружье. Я обратилась к Алексею Ивановичу. И так как он тоже был хороший охотник, и он купил ружье. Я подарила его Юре, и он был очень рад этому ружью, потому что это было очень хорошее ружье. У нас во дворе же все были, ну вот, во всяком случае, в нашем доме, в которые люди жили, они тоже охотники были, и у каждого было ружье. И вот когда новое ружье образовывалось, покупал, и еще хвастались между собой. У нас были во дворе амбары. Вот они на двери амбара рисовали мишени, круги, и пристреливали эти ружья прямо по амбарам. А так как это амбар был наш, и наш амбар только был мишенью-то. И до тех пор, пока его не сожгли, эта мишень у нас была как память об этих вот пристрелках прямо в городе. А один раз помню, мы дома сидим, на обед отец с работы шел, бежит по двору в припрыжку. Озеро у нас было. Вот отец бежит в припрыжку, хватит ружье молча, бежит назад. А утка его ждала. Там, оказывается, утка плавала за ружьем. Ну, а утка улетела, не дождалась. Однажды папа привез такую большую рыбу, я даже тогда не знаю, она такая огромная была, и на кухне вот так лежала на столе. А когда ее разрезали, то только вот это звенышко походило на тарелку. Всегда дома была икра. И когда маму спросишь: мам, что-нибудь есть покушать? Она говорит: ну возьми бутерброд с икрой поешь. А опять эта икра. С каким бы я удовольствием сейчас поела эту икру, которая в детстве надоела. Мамы нашего двора в порту работали, таскали грузы, женщины сами тяжелые, где на себе, где на тачках. Мужья-то вот, у кого здесь остались, работали здесь по броне во время войны, а они их практически не видели дома, мужей. Еще и детей надо воспитывать было. Еще вот вечерами сидели, вязали, шили для фронта. Так что наши мамы вот вместе с ними вот эти тяготы военные все еще как несли. Ну и они, вот наши мамы, еще и в быту, их был надежный тыл для всех. Прошли годы, и со временем папа на теплоходе работал, который возил туристов летом на Ленские столбы. И один раз мы с ним поехали на Ленские столбы. Я вышла на палубу, и там подошла ко мне женщина. Она не знала, что я его дочь. И говорит мне: вы знаете, я 3-й раз езжу с этим капитаном, он мне очень нравится тем, что он всегда подтянут, он всегда чистый, всегда тактичный. Я посмотрела на эту женщину, ничего ей не сказала. Я думаю, надо же, мама так старается, так всегда папу собирает. Мама у нас не работала, она сидела дома, вела хозяйство. Хорошая хозяйка была, ну и добрая. Девчонки всегда к нам любили приходить. Всегда большая компания, и она никогда никого не гоняла, всех привечала. И соседи тоже дружно жили. У нас соседка была Лина Алексеевна Харьковская. Напротив нас квартира у нее была. В школе у нас было производственное обучение, и я училась на портную. И она мне помогала в этом деле, потому что сама очень хорошо шила платье. Ну, в смысле, и вязала, и вышивала. В общем, такая рукодельница была. Замечательный человек, Лина Алексеевна. И вот они с мамой тоже дружили очень хорошо. Она работала в бухгалтерии Ленского речного пароходства. В конторе она сидела, а контора была вот тут вот у ИЦИСа. Большая контора была. Двухэтажная. Там и библиотека была в этой конторе. Ну, очень хорошие воспоминания. Мы бегали в эту библиотеку, книжки брали, читали. Во дворе-то у нас самый культурный центр, это был в квартире Крюковых. Это Крюковы были. Плюс они еще, все люди были с увлечениями.
Алексей Иванович очень хорошо фотографировал. Но он чем только не занимался, он очень человек увлеченный был. У него был друг детства, Разумов, дядя Сеня. Он работал геологом. И каждое лето он приезжал из Москвы в Якутск и все время останавливался у нас. И вот однажды он привез ему фотоаппарат зоркий. И вот этим фотоаппаратом отец быстренько выучился и все отфотографировал. Вообще качественно получались фотографии от него, и я научилась. И потом впоследствии сама работала, после школы я на телеграфе маленько поработала года 3, но там мне не понравилось, режим работы был сменными, и ночные смены, и все. Ну, я 3 года только выдержала, а потом устроилась в горбыткомбинат на фотографию. А так как отец меня научил фотографии-то, и у меня там это дело-то пошло хорошо. Единственное, чему я научилась, там ретушировать. Я чуть-чуть рисовать умею, и поэтому ретушь у меня тоже пошла. Девчонки ко мне прибегали, фотографировались. Фотографий очень много на память остались. Когда я закончила школу, я очень мечтала поступить учиться в речное училище и идти по папиным стопам. Но в разговоре было строго запрещено мне: ни в коем случае ты не должна поступать в речное училище. Я говорю: ну, папа, ну почему? Потому что вы выросли без меня, я вас почти не видел. И я не хочу, чтобы твои дети тебя тоже не видели. Отец был членом профсоюза, и когда эти дома строили, они вроде бы как на одну семью рассчитаны были. 3-комнатные квартиры, когда начали распределять, и хотели начальники в эти дома въехать. А отец-то ведь это самое там начал выступать. Ничего себе, говорит. Вон грузчики живут в каких условиях. И, короче говоря, расшумелся, и вот эти дома все расселили простым рабочим. Дух такой был у нас, конечно, во дворе, вот этот вот Речников, который для нас сыграл очень большую роль в нашем воспитании, нашего вот поколения. Мы, хотя и видели отцов наших редко, летом особенно, потому что они бывали в плавании, причем в плавании в таком довольно далеком. Речники очень любили свою родину, реку Лену, и учили своих детей тоже любить родину, людей, для которых жили, трудились. Это тяжелый, ответственный труд, это мужественные, смелые, добросовестные люди. Мы горды тем, что жили среди речников, мы горды тем, что мы капитанские дочери. Речник – это не профессия. Речник – это все-таки действительно состояние души. Я много раз слышал: все, последняя навигация, все, устал, все, надоело, все, последняя навигация, ухожу. Но приходит весна, идешь по весеннему затону и смотришь, все, вон там уже руководит привальный брус, монтирует уже что-то, сварка какая-то туда-сюда. И я в который уже раз говорю: ну вот, последняя навигация. Нет, река не отпускает. Не отпускает. Вот это вот просторы, вот этот вот непередаваемый воздух. Об этом можно рассказывать бесконечно. Где б ни плыл ты, где б ни странствовал, где бы ты ни находился, всех милей тебе покажется та река, где ты родился. Здесь знакомы все излучины, все затоны и болотца. Только стоит нам аукнуться, сразу
дрожат речные. То ли это просто бакины, то ли звездочки ночные. Ты любил ее течение. В нем была такая сила, Что любые наши горести эта речка уносила. Пусть она не схожа с Волгою, ею ты всегда гордился, ведь она совсем особая.